мы начинаем сегодняшнюю нашу встречу. Добрый день всем. Очень рада вас всех видеть. Сегодня у нас в гостях поэт Наталья Зубова. Встречаем ее, и она очень представит. И у нас сегодня в гостях студенты с преподавателем Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, это студенты у нас откуда? Это кооперативный техникум. Студенты первого курса, иногородние, только приехали в город, знакомятся с городом, с нашими библиотеками, театрами, личностями выдающимися. Вот. Специальность право и организация социального обеспечения на базе 9 классов. Хорошие студенты. Пишущие юристы есть у вас среди вас? Но если что, имейте в виду, что есть такое литературное объединение при Союзе писателей Республики Коми, где рады будут вас видеть. Представьте, пожалуйста, своих гостей. Так, значит, Олег Ветошев, я без отчества, потому что мы там друг к другу и обращаемся. А на самом деле, как Олег Алексеевич Ветошев, он исполнитель на собственную музыку, он пишет, он композитор. Очень много премий у него всяческих, разных. Самое, наверное, знаменательное – это «Славянский базар», да? Или что-то есть более? Небо славян, это Севастополь, да, гран-при там в составе 7. Да. Я его представляю первым, потому что ему сейчас бежать, вот буквально там уже идет литературная встреча, поэтому, ребят, он написал 2 песни, одну на мои стихи, другую на стихи Юлии. Да. Послушаем? Это совсем свежая, да, можно сказать, премьера исполнения на стихи Натальи. Называется «Папа». Запах войны, канифоли, мандаринный дух. Я и братья моих 2, папа книжный слух, мама в клубе, на работе, танцы до утра, вьюга с ветра, хоровод посреди двора, переметены дороги, в глубине тайги жили во владениях строгих бабушки Еги, папа радиолюбитель, в латах полка, стол, проводов цветные нити, в банке коньяк. Этот едкий дух дурман, память детских лет, он по-прежнему желает только папы нет. Оттого ль мне сладок ладан и церковный дух. Кажется, что папа рядом и читают вслух. Запах войны, канифоли, мандаринный дух. Я и братья моих 2, папа книжки вслух. Вот в такой атмосфере жила Наталья в детстве. Вот, ну и еще перед вами выступит Юлия. Тоже поэт. Да, и буквально вот это, я вот открыл сборничек твой и смотрю такое, она поется, ну прям сходу. Да? Да. Ну, как, под гитару прочитаю. Медленно падает снег, тише, тише, холод стучит в окно, и ветер не слышен, а суровый февраль становится ближе. Если где-то грустит отчий дом, ветхая крыша, спрячу душу под плед из ярких красок, перешагну 30 лет детства и сказок, где Дед Мороз
елочный запах. Медленно падает снег, тише, тише. Кадр из детства исчез. Ни кукол, ни Миша. Папа, мне 40 лет, а он не слышит. Ангел мой, ты ведь со мной, ты еще дышишь. Медленно падает снег. Тише, тише. Всем хорошего вечера. Это я. Убегаю на Можно группу. секундочку еще фотосессию? Наташа. Юля, Участники. как бы, как ребята? А вот туда можем, возле книжек встать и будем сидеть. А потом съесть. Все, спасибо. Ну, наверное, ребята, я, еще немножко расскажу о Наталье, о поэте, да? Родилась Наталья Донова в Белоруссии. В возрасте 6 лет переехала с родителями в республику. До 13 лет проживала в Троицко-Печорском районе в поселке Якша. После смерти отца с матерью переехала в Ухту, где окончила среднюю школу, получила специальность мастер овощевод. В течение 35 лет работала по специальности. Живет в Сыктывкаре, воспитала дочь и сына. Сама Наталья родилась в многодетной творческой семье. Отец писал стихи, печатался. Мать вела педагогическую деятельность и всегда активно участвовала в культурной жизни. В семье была достаточно большая библиотека. Родители любили читать вслух, чем и привили дочери интерес к литературе. Стихи Наталья начала писать со школьных лет. В 2004 году вошла в состав литературного объединения «Око моряка». Сборники тоже вы можете видеть на нашей небольшой выставке. С 2009 года участник литобъединения при Союзе писателей Республики Коми «Лито». Печаталась в нескольких коллективных сборниках, я уже сказала, «Око моряка», в альманахах «Белый вор», «Сыктывкар», в геологическом альманахе «Прекрасная и черная работа», в сборнике «Простые вопросы», в газетах, в журналах. Автор книг «Я училась ходить по слогам», это 2012 год, «Ласковый шепот дождя», книга 2018 года, «Слетаются на зов души слова» 2021 года и готовится к изданию «Душа согреется строкой». Ну и автор детских книг, о них, может, тоже немножко позже два слова скажем. Ну и мы предоставляем слово автору, может быть, еще немножко подробностей из биографии, о своем творчестве расскажешь. Но я должна сказать, что я пишу столько, сколько помню себя с тех времен. Пишу в основном стихи, не знаю почему, мне так хочется. У меня есть проза, но я ее не публиковала, никому даже, наверное, не показывала, даже мои близкие друзья прозу не видели. Ну, я считаю, наверное, не тот уровень еще пока. Что хочу сказать. Отработала я мастером-овощеводом 35 лет. У меня 2 взрослых детей, 3 внуков. Внучки 8 лет, старшие мои. У меня огромный круг друзей и литераторов. Я им очень благодарна, что они рядом со мной всегда. Я не чувствую совершенно никакого вакуума, находясь на пенсии сейчас. Мои друзья живут по республике, они разбросаны во многих уголках, но мы постоянно, сейчас благодаря интернету, мы держим эту связь. Мы всегда вместе, хотя бывает, годами не встречаемся. Это не мешает совершенно. Вот. Ну что еще? Что вам еще интересно? Поэты люди странные, я вам скажу. Бывает так, что бежишь, ручки нет, допустим, слава богу, есть телефон, скидываешь кому-нибудь из друзей свое новое стихотворение, чтобы его не забыть, где-то записываешь. Мои стихи очень автобиографичные. То есть все, что было в моей жизни, можно открыть сборники, почитать, и вы узнаете. И, наверное, многие так пишут. То есть выдуманных стихов у меня совершенно нет. Я хочу вам прочитать стихи из неопубликованной пока книжки. Здесь просто хороший подбор, их не стыдно читать, там нет проходных стихов, они все когда-то печатались или в Белом
уже есть такой сайт наш литературный, поэт Республики Коми, да, который ведет Андрей Евгеньевич Попов. Скоро эта книга выйдет, она обогатится еще где-то стихов на 100. Это будет такая, да, 144 стихотворения, которые редактирует сейчас Андрей Евгеньевич Попов. Это председатель Союза поэтов Республики Коми. Вот. Мне как лучше сказать? Давай попробуем. Чтобы не было видно. Ну, здесь такой срез. Первые стихи, вот я буду читать от начала, немножко проведу буквально. Им уже лет более 20. Балуется с памятью, ответствовать истцом, бумагу мять, в которой откровением приводит прошлое, и кажется в смятении глаза и губы чуждые лицу. Еще в бессмертие верует душа, и праведник стучится в подсознание, из каждого видога церкви шаг, и утро чистотой своей не ранит. Легко сказать, я смерти не боюсь, листая жизни памятные даты, а тот невидимый, он каждый день в бою, с рождения призванный к тебе, солдаты. Чувствуете, как актуально на сегодняшний день? Да, я сама поразилась, когда готовилась. Я перед зеркалом, осенние глаза, в них блеска нет, ненастная погода. Тускнеешь, отразилась с грустью, жаль. В меня впиталось это время года. Промозглый переход по гребню лет не предвещал гламурности и глянца, казался сущим адом, вновь в просвет кружится зрелость в элегантном танце. Смятение прочь, мне незачем играть, продлить весну возможно только зримо. Пусть юности весенняя пора во взгляде дочери блестит неотразимо. Этому стихотворению очень много лет, это еще до внуков далеко, и вдруг какое-то такое настроение было странное. Так, еще одна зима вошла в февраль, и от бессилия стелится морозом, а воздух светил, чист и даже розов, как будто приоткрылась дверца в рай. Глаза истосковались по весне, тот солнце луч ее напоминает, который, примостившись между нами, рисует цветотени на стене. Ты так похож на зиму и весну, еще вчера бурчавший у порога, всем видом говорил, меня не трогай, налился и безоблачно уснул. Вот я еще не говорила о том, что я замужем уже 35 лет. Все стихи, ну, практически, да, посвящены моему мужу. Так, сейчас я еще. Что очень хотелось. Хотите верьте, а хотите нет. Можете это стихотворение прочитать? Хотите верить, хотите нет. Первый каких-то Знаю, кто-то скажет, не поэт. Вы знаете, где-то есть эти стихи в сборниках. Я на память, к сожалению, его не помню. Ну, так и начинается. Хотите верьте, а хотите А нет. ну так, вот, пожалуйста. Хотите верьте, а хотите нет. Я знаю, кто-то скажет не поэт, а кто-то скажет, что мои стихи пока от идеала далеки. Но как же быть, друзья мои, пишу, как воздухом, стихами я дышу, стараюсь видеть мир таким, как есть, и вашу критику сочту за честь. Но критику от сердца и ума, не злобную, как лютая зима, не горькую подслащенную лесть, ведь и такая, к сожалению, есть. Друзья мои, пред вами я чиста. Все, чем живу, от белого листа до запятой, до точки, до конца, я все пишу от первого лица. Я призываю вас не в судьи мне, не в палачи, чтоб сжечь меня в огне, не в киллеры со снайперским ружьем, в советчики с талантливым чутьем, к друзьям, которых так не достает, когда на плечи непосильный гнет мне давит, не давая сделать шаг, с мольбою обращается душа. Для вас, мои любимые стихи, я в них живу, они, как я, тихи, у них нет ни брака, ни ура, ни виз, есть новая тетрадь и чистый лист. Сейчас я еще прочитаю 2 стихотворения. Это моим детям. Жаль времени на сон, и коротая ночь за кипой фотографий, что в альбомах, я возвращаюсь в жизнь, где маленькая дочь и крошечный сынок, глядящий из пеленок, где радостные мы, познавшие любовь, и счастье бьет ключом, и теплится надежда, не торопясь уснуть, листаю вновь и вновь воспоминаний в ворохе о прежнем. Не
слышен ход часов, но утро близок миг. Вернувшись из далекого похода, я тихо обойду, целуя спящих их, взрослеющих, сошедших в мир из фото. А это стихотворение было написано более 10 лет назад, когда я сына провожала в армию. Сыну, читать до сих пор без дрожи не могу. Равнодушный состав, бег минут, это снимок на память, и взорвет тишину оглушительный возглас свистка. Ты приникнешь к окну, напоследок неслышная мама, завершая прощание, коснется волос и виска. Будут долгими дни, и еще продолжительные ночи, и моим материнским молитвам не будет числа. Кто-то мне говорил, дни в году быстротечные очень, ты еще не ушел, я уже начинаю считать. И второй из этой же серии. Предательски крадется время, сын. Я силюсь жить насыщенно и бурно, но то и дело все тревожные сны. Один из них настойчивый, дежурный. К тебе приехала, бегу, бегу, бегу. Навстречу незнакомые ребята, а я ищу тебя и не могу найти одно от родимого солдата. Звонки нечасты, писем нет давно. Глухая ночь с надеждой на волне, как мчались годы, но томится тот, что замер в службе сына караульным. Вот на этом я, пожалуй, завершу. А теперь я хочу предоставить возможность выступить Алексею. У него есть песня на мои стихи. Одна или две, Алексей? Сейчас расскажу. Здравствуйте. Зовут меня Зубков Алексей. С Натальей мы дружим уже очень давно. Очень давно. Но как-то так получалось. Вот она правильно сказала. Поэты люди странные. Вообще люди творческие, они все очень-очень разные. Как мы друг с другом общаемся все эти годы, я вообще поражаюсь. Вот, потому что люди настолько разные. Вот у нас был друг, поэт Игорь Худолей, вчера был его день рождения, он, к сожалению, ушел из жизни. Вот там повезло дружить с гением. Но в повседневном общении это был очень, очень тяжелый человек. Как все гении, да, но тем не менее. Вот. Это я все к чему говорю. Я сам пишу песни. Но у меня свое отдельное направление. И долгое время я все пробовал, пытался написать что-нибудь, какую-нибудь песню на Наташины стихи. Вот. И не было каких-то вот шестеренка в шестеренку не входило. Вот. И вот буквально с этого вот сборничка, вот, в 18-м, по-моему, году, вот, я буквально его вот открыл, и все, я вот сразу увидел, и у меня сразу же пошла мелодия, вот, то есть вот на стихотворение. Потому что творчество, его не запрограммируешь, ты не знаешь, когда ты напишешь. Ты можешь 20 лет сидеть, ничего не напишешь, а потом откроешь, и раз, и получилось. Вот. Конечно, когда я начинаю писать на Наташины стихи, вот, я выбираю про любовь. Я говорю, все. Любовь к жизни, это точно. Да. Нет сна, ушел куда-то он, и в тишине часы день, и ветер за окошком воет, шальной, деревья ветви по окну стучат, пугают тишину, пытаясь заглянуть в глаза. Лица меняю грусть на вечную капель, пускай звенит повсюду, слух лаская. Снега души на трепетный апрель, лед синих глаз на искры света мая. Меняю серость безутешных дней на колорит стихийного свидания. Всю горечь ран и холода ночей на сладость и теплоту дыхания.
совсем преграды вглубь души. Тут-то, где мысленно в тиши блуждают призрачно стихи, излиты в них и мудрость звезд, и тишина наивных грез, песни ветра вольного в ночи. Меняю все, я всю себя отдам в обмен на утешение, так надо. И бледность губ, привыкших к холодам, не помешает мне сказать «я рада». Меняю грусть на вешнюю капель, пускай звенит повсюду звук лаская. Снега души на трепетный апрель, лед синий глаз на искры света мая. Меняю серость безутешных дней на колорит стихийного свидания. Всю горечь ран и холода ночей на сладость губ и теплоту дыхания. Поскольку мы, опять же, я повторюсь, дружим долго, общаемся плотно, достаточно, время от времени надо же и покритиковать друг друга, да, то есть, ну, естественно. Вот. Поэтому наше творчество достаточно плотно связано. Вот. Я смотрю, что делает Наташа, вот. Она смотрит, что делаю я. Возникают какие-то замечания. Вот. Когда видишь у человека какую-то удачу, сразу думаешь, надо сделать лучше. Вот. Я прочитаю свое стихотворение. Для тех ночей, когда, смыкаясь, все не смыкаются глаза, моя причудливая память приберегает поезда. Дремала книжка на подушке, дремали все, а я не спал. Бил колокольчик ложки в кружке, был запах раскаленных шпал, и каждый день был небывалый. И небо, облака, клубя, моей душою обнимало все бесконечное себя. Но слабнут силы заклинаний, и стылый ветер зимовей кружит листву воспоминаний в аллеях памяти моей. Просты сюжеты всех историй. Пылинка в солнечном луче промчится сквозь любовь, сквозь горе и растворится на свечах. Ну и вот буквально очень свежая песня. Вот, я практически написал ее позавчера. Вот, какие-то огрехи в исполнении прошу простить, потому что она еще, как сказать, она еще только рождается, еще только оформляется. Наташа. Единая, без права пересдачи, и потому немыслима цена. Таинственный практический задачник, где много неизвестных, ты одна. Где ночь раздумий кратко, как выстрел. День ожидания длительностью в год. И до изнеможения тесно мыслям, роящимся, как звездный хоровод. Но между тем прозревшая однажды, вкушая истин терпкое вино, ты осознаешь
что тобою нажит. Решебник знаний с исчислением в ноль. Слетаются на зов души слова, зовущиеся сладко вдохновением предутреннего света представления. Читается последняя глава. Как часто будешь следовать за мной и всматриваться в спящую ночами? Мне без тебя не скучно, не печально, просто по-новому, порой хоть волком вой. Но, Боже мой, нет, или птицей бьешься мне в окно. В предзимье с тылом, разбиваясь насмерть, жизнь не просмотришь заново кино. Закончилось, но даже в титрах нас нет. Тем более в ролях. Сколько на данный момент написано песен на ваши стихи? И кто автор? Ну, около 10, я так думаю, автор. Вот у Олега, который сегодня пел первым, его жена прекрасную песню написала на мои стихи. У меня даже есть на флешке, но мы сегодня решили не воспользоваться, да, пока? Вот, но я думаю, около 10. Есть еще прекрасные 2 песни Юрия Михайловича Калинина, к сожалению, в прошлом году его не стало, да, мы проводили его, да. Очень жаль. Прекрасные были песни. Вот как раз на стихи «Жаль времени на сон». Еще там, я вот сейчас просто волнуюсь, не вспомню. У Алексея 2. 2 первых. Надеюсь, да, очень красиво получилось. Да. Так я у тебя строчка про звезды. Он заменил мою строку, но так здорово. И не только ее, я посмотрела. Очень хорошо. Я человек, да, очень культурный, очень перебиваю постоянно. Это хорошо. Дело в том, что вообще писать на стихи другого человека — это задача очень такая щепетильная. Потому что, ну представьте, да, человек писал что-то свое, какой-то кусочек души. То есть там каждое слово, которое он написал, он, может, его годами вымучивал из себя. Вот. То есть это же творчество, это же откровение, да, то есть люди поэтому все очень по-разному относятся к своему творчеству. Я очень рад, что Наташа вот, позволила, мы с ней обговорили это, позволила редактировать. Вот очень корректно вторгся. Гениально. Потому что дело в том, что поэзия и песня — это родственные жанры, это как 2 сестры. Они очень, очень близки, но тем не менее это самостоятельные жанры. И то, что позволяется в песне, не позволяется в стихах иногда, и наоборот. Вот, то есть поэтому приходится адаптировать. Вот. Но мы каким-то образом находим консенсус. Да. Такой небольшой курс. Да. Вот, а теперь... Можно еще тогда в Творческом союзе еще один вопрос, Наталья Да. Ивановна. Вы очень хорошо переводили стихи у Вячеслава Бабина. Да. Вы его комик на русский, Да. а он ваши русские стихи на комик. Да. А еще с кем-то вот удалось так переводить стихи друг друга? Или, может быть, вы просто у кого-то переводили? У Алены Нестеровой немножко был опыт небольшой, но они как-то никуда не пошли, они где-то там в домашних заготовках остались.
А вот да, с Вячеславом Бабиным мы дружили, к сожалению, мы не увиделись ни разу. У нас такая переписка была замечательная, мы мечтали встретиться. Ну, как-то вот так не получилось тоже. Ковид забрал очень многих одаренных. Стихи, да, переводили? Ой, я его стихи, он мои, тут даже где-то есть перевод у меня в новой книжке его стихов. Вот, а сейчас времени, наверное, осталось уже немного, да? И я хочу предложить Миле показать вам свое творчество. Она прекрасно пишет стихи и великолепно их читает. Мне очень нравится, как она это делает. Скажите, пожалуйста, сколько времени? Ну, давайте минут 5, может быть, да? Всем добрый день. У меня только вот один, тут около 100 стихотворений всего лишь. Я пишу очень мало, очень редко, только когда грустно. Грустно бывает редко. Спасибо тем, кто был со мной у края и отвечал на поздние звонки. Тем, кто любил меня, совсем не зная, прощал ошибки, слабости, грехи. Спасибо тем, кто разрывал на части мои надежды и мечты, и нежность, и кто пытался принести несчастье, даря обиду и боль и бесконечность. Спасибо тем, кто был, и тем, кто будет в судьбе моей играть любую роль. Мне нужен опыт всех пришедших судеб. Бесценен каждый, пешка и король. Не будем. Вот она у тебя. Да, я лучше Давай. прочитаю. Так, эту я не буду читать, ее Лев прекрасно спел. Ты мне больше не снишься, значит, память остыла. Значит, ты теперь лишний, значит, ты мое было. Лишь в стихах сохранишься, ляжешь строчкой в тетрадь. Ты мне больше не снишься, значит, время прощать. Так. Это я оставлю напоследок. Принеси мне радугу в ладошке в феврале, в разгар лихой зимы. Я ее увидела в окошке, пусть дождется будущей весны. Мы ее укроем одеялом, холодно, в снегах еще земля. Нам обоим чуда не хватало, радуги в начале февраля. Очень хочется похлопать. Не надо. А я еще не насладилась летом и не допела ласковый куплет. Вновь за окном черемуха раздета, а в кулаке измят сырой билет. А ветер просит, ты меня послушай, и стынет в кружке за минуту чай. И хочется обнять родную душу, и хочется услышать, не скучай. Снег запутался в ресницах, капля черная созрела, и на белых рукавицах клякса. Разве это дело? И на зимнем покрывали чьи-то черные следы, а октябрь в лихом разгаре сыплет белые цветы. И не знают лепестки, жизнь всего полет, минута, в черных лужах городских растворится это чудо. Так, все-таки я прочитала одно о войне. А планета все так же вертится, и все так же звенит весна. А мне почему-то не верится, что недавно была война. Упаду в траву непомятую и прислушаюсь к сердцу земли. А она мне в ответ автоматами, криком мальчиков, что полегли. Помнит поле, как рвалось снарядами, на куски, на воронки, на рытвины тополь помнит, гранаты проклятый, запах крови до одури приторный. Помнит все, родная земля, знает каждого, кто в ней лежит. И печальный крик журавля, словно эхо солдатской души. Молодые березки шепчутся. Очень теплая нынче весна, им, красавицам, тоже не верится, что недавно была война. Ну, хочу, ребят, вам прочитать такое стихотворение пожелания зимнее. Зимней сказкой приходит январь в мой уютный заснеженный город.
стелит вьюга волшебную шаль, и крадется под варежки холод. Пахнет свежестью, пахнет морозом, щиплет нос и белеют ресницы. И по всем новогодним прогнозам обязательно чудо случится. Я вам всем желаю чуда в Новом году. Чтобы отлично. Ну, буквально еще несколько минуточек есть. Может быть, расскажете в двух словах о ваших детских книгах. У вас еще и детские книги есть. О чем они? Кому они посвящены? Да, детки. Я люблю забирать к себе внуков, и очень часто мы прямо все лето с ними, и они у меня и на грядках, они у меня везде. Поэтому я и думать не думала, у меня есть такая подруга, она много, у нее тоже внук, она очень много писала стихов, ему книжек посвятила. Часто она меня спрашивала: Наташ, ну вот и детское что-нибудь? Нет, не хотелось, и даже в планах не было. Вот ковидный год, когда начал косить моих друзей, одного за другим, было очень тяжело, больно, жизнь становилась тяжелой. И ко мне пришли детские стихи на помощь. Я написала на 3 книжки за 1 день. Сама удивляюсь, они в разных стилях написаны, совершенно разные персонажи. Жалею, что не взяла с собой, не подумала. Вот это было для меня откровение. Я, пожалуй, еще никому не рассказывала о таком творческом опыте. Никогда в моей жизни такого не было. Они меня спасли. А как третий сборник называется? Ночник, засыпайка? Еще какой-то? Третий он у нас пока еще без названия. Он тоже готовится. сейчас работает админ, кировская художница. Она делает наши журналы «Радуга». Вот буквально недавно она иллюстрировала, по-моему, где-то было написано, что обложку новой «Радуги». Вот. Мне посчастливилось с ней подружиться. Она вдохновилась моими произведениями. Вот такие прекрасные рисунки, иллюстрации делает к моим книжкам. Скоро выйдет. Вот там буквально уже немножко осталось, она будет готова. Может быть, одно какое-нибудь стихотворение прочитать или сказать? Помните на память? Нет? К сожалению. Тогда студенты сами найдут книгу и прочитают. Вот. А еще я хотела предложить, если вдруг кому-то захочется, подарю свои книжки. Вот тут сколько-то у меня есть, подпишу и подарю. Можно мне? Ребят, кому хватит, А вот можно вас прямо. попросить еще стихотворение ваше Еще прочитать? почитать. Из любовной лирики, которую вы посвятили своему супругу. Вы сказали, что много чего вы посвящали своему Вы супругу. знаете, От вас. если я сейчас смогу справиться со своими эмоциями, я вам обязательно прочитаю. А то вы пока читали про детей, я урыдалась тихонечко в А душе. я такая, вы знаете, как мне сложно? Однажды, это какой был год, я вдруг из заточения вышла на сцену, и Леша меня замещал. А у нас такое правило, мы на творческих наших марафонах литературных, которые бывают 1 раз в году, в День поэзии 20 марта. Вот, сейчас я все могу перепутать. Вот, и мы менялись как раз, я ему шарфик снимала, надевала его на шею, он говорит: Наташка, я в такую энергетику вошел. Сложно, очень. 9 лет назад мой муж очень сильно пострадал. Дважды я его вытаскивала к жизни из комы. Поэтому, что касается вот такой лирики, вот это стихотворение было написано до того, как он у меня упал. Он тогда метался, ну что ж, мы прожили очень большую совместную жизнь, 35 лет, все-таки это не шутка. Люди все ищут чего-то, кого-то, да. И вот тогда мне так хотелось заявить, оно называется «Не свободен», для того, чтобы навеки тебя привязать, я свяжу тебе свитер из шерсти овчинной, чтобы был по душе, подходил под глаза, говоря остальным: не свободный мужчина. Я свяжу тебе свитер за крошечный срок с тем, чтоб многие годы считался повязан с синевой моих глаз, с глубиной моих строк, а еще с теплотой, наполняющей разум, чтоб однажды за годы удачи невзгод обернулся на все и остался доволен тем, что стало твоим, что однажды сберег, что когда-то казалось гнетущей неволей.
А вот это когда вот он на меня уже упал, я говорю, мои стихи очень автобиографичные. Обиды настолько в прошлом, другая жизнь. В этой нет ничего, зарождение дня. И неотступное слышишь, живи, держись, за край надежд, оттепель меня, за неусыпную Боже тебя храни, за неустанное верю в тебя, родной. Лучший подарок на Рождество просить стану, вернись в эту жизнь домой. Дальше по нарастающей они все сложнее, ну вот, наверное, вот это оно самое ценное. Да? Вот то, что мы с такой болью прочитываем. Прошли годы, этому стихотворению ведь уже очень много лет, ему 9 лет. А оно вот до сих пор, не могу без содрогания читать. Параллельно, когда я выхаживала моего мужа, так случайно буквально, когда я жила еще в Якше, у меня были одноклассники, мы здорово с ними общались, у меня есть чуть-чуть времени, да, вас не замучила. Вот. И буквально перед падением моего мужа ко мне вот так в одноклассниках явился мой друг, с которым мы не виделись очень-очень много лет, и как-то завязалась такая замечательная переписка. И потом он на такой же волне, через 2 дня мне пишет радостно, я говорю, ты знаешь, извини, не до веселья. Вот. И рассказала ему историю, что сейчас спасаю мужа, совершенно не до радости стало. И вот и потом было много-много общения с этим другом. И написалось тогда вот такие вот ему слова. Я замучила тебя откровениями, глупой бабе слезы выплакать в радость. Ты привык вести беседы с оленями, с дичью всякой, со зверьем, снегопадом, с небом звездным, тайно с малой медведицей. Млечный путь твоя тропа заповедная, извини, но знаешь, как-то не верится, что вот так тебе все беды поведала, что вот так, недавно просто знакомые, стали думать и мечтать одинаково. И видно, Богом мы по свету ведомы, видно вкус судеб с горчинкой нелакомой. Вот он меня спас, он спас, можно сказать, посредством того, что спасал меня, спас моего мужа, мы, слава Богу, живы, а вот Витьки не стало в прошлом году, это тот злосчастный как раз волны ковида. Мне странно, потому что он 25 лет проработал в самом отдаленном уголочке, таком есть Шижин-Печорский, это Кордон, это Печора-Илоческий заповедник в Якше, есть такой заповедник, вот, знаете, наверное, слышали, да, столбы, вот эти выветривания, вот этим всем он владел 25 лет. Это такой замечательный, здоровенный мужик. И когда он сказал, Наташка, я, наверное, не переживу ковид, я говорю, ты что, с ума сошел? Ты нас с Витькой спас, а ты раз не переживешь? Ну да, у него были слабые легкие, он много раз тонул, замерзал в тайге и вот, не выдержал. Еще что-нибудь? Спасибо, прекрасно. Да? Спасибо. Ну, давайте я еще, наверное, вот я попытаюсь что-нибудь. Вот благодаря моему другу написалось, он тогда, у него была стойкая вера, знаете, добрая, светлая. Он был очень светлым человеком, и благодаря нашей такой вот связи, он меня многому научил тогда. Мое новое «я» осторожно, пытливо, растерянно, ясный свет, ясный день, ясный ум, цель пока не ясна, словно куст на ветру или нет. Одинокое дерево, как себя понимать в пробуждении, попав ото сна, тихо так на душе, и спокойно, и чудно, и ласково, страхов нет, огорчений, тревог, сколь ищи, не сыскать. Лишь глаза распахнулись по-детски смешно и опасливо, наглядеться не могут на сказочную благодать. Вот и благодаря.